В 2021 году кыргызстанцы получат биометрические загранпаспорта. Таковы планы Государственной регистрационной службы. Чиновники уже объявили тендер. Предыдущий конкурс, напомним, закончился скандалом. Поэтому в центрах обслуживания населения пока выдают обычные общегражданские, с которыми, кстати, пускают не во все страны, например, в США. Сложившаяся ситуация, конечно, не отразилась на желании граждан получить документ, позволяющий им выехать за рубеж. В мире ведь много стран, в которых кыргызстанский паспорт нынешнего образца еще принимается официально. Цена такого документа от 533 сомов до 6000. Стоимость зависит от срочности его изготовления. Я ждала около полумесяца, когда будет готов паспорт. На телефон пришло сообщение, что я могу прийти и взять его. Конечно, я знаю, что не во все страны с этим паспортом можно въехать, но я еду в Россию. О биометрических загранпаспортах в Кыргызстане говорят на протяжении нескольких лет. В начале 2018-го ГРС объявила: с помощью доноров приобрели специальное оборудование для производства таких документов. Техника может выпускать в час 300 удостоверений личности. В том же 2018-м ведомство твердо обещало выдать первый паспорт. Однако тендер на поставку бланков объявили лишь в октябре. 3 месяца спустя объявили победителя. Из 5 компаний, подавших заявки, больше всех привлекли условия литовской Гарсу Пасаулис. Хотя цена отнюдь не была наименьшей – 940 миллионов 150 тысяч сомов. А была среди заявок цифра в почти 700 миллионов сомов. В итоге все пошло наперекосяк. 2 других участника конкурса – Mühlbauer ID Services и Idemia France – не согласились с поражением. Вскоре и Госкомитет национальной безопасности занялся изучением итогов тендера. Чекисты обвинили чиновников в том, что они получили взятку от победителя. Под разнос попало руководство ГРС и госпредприятие «Инфоком». Суд обязал выплатить штраф бывшего зампредседателя ГРС Руслана Сырыбаева, статс-секретаря Данияра Бакчиева и директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдулаева. След экс-главы регистрационной службы Алины Шайковой простыл. Она в международном розыске. Новый тендер объявили накануне. Кардинальных изменений в условиях нет, говорят в ГРС. Собирается закупить 1,5 миллиона бланков. Условия утвердила специально созданная межведомственная комиссия. Подавать заявки могут как местные, так и зарубежные компании. На все про все у них 23 дня. Дата вскрытия заявок – 19 марта. Конкурсная комиссия утвердила всю конкурсную документацию по условиям тендера. Требуется, чтобы компания имела опыт в этой сфере. Должно быть соответствующее подтверждение в тех странах, где она была реализована. Минимум 2 рекомендации должно быть такого характера. Вот. И второе требование – это по стоимости. Наименьшая стоимость должно быть предложена. Отметим, по закону о госзакупках пока никто не должен знать, кто подал заявки, кроме, разумеется, самих желающих принять участие в тендере. После объявления итогов ждут 10 так называемых дней тишины, чтобы понять, нет ли недовольных. Дату первой поставки бланков для загранпаспортов нового поколения должны утвердить вместе с фирмой-победителем. Отметим, если граждане не получат биометрические паспорта в ближайшее время, то список стран, закрытых для граждан Кыргызстана, может расшириться. Слишком уж часто задерживают граждан, имеющих при себе фальшивые загранпаспорта. Требования к документам может ужесточить и Международная организация гражданской авиации. Известно, что вслед за Соединенными Штатами Америки ввести визовые ограничения может и Саудовская Аравия. Более подробную информацию в Министерстве иностранных дел предоставить не смогли. Слишком заняты, чтобы общаться с журналистами. Анастасия Соболева, Нурбек Апаров, НТС.